В бюджете Республики Коми увеличена доходная часть. Дополнительные поступления будут направлены на решение неотложных задач. В их числе на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, меры социальной поддержки, льготное лекарственное обеспечение. Об этом в своем видеообращении рассказал глава региона Владимир Уйба. Мы приняли изменения в бюджет Республики Коми на 2024 год, внесли эти предложения на сессию Госсовета, и сегодня на заседании сессии Государственного Совета эти предложения наши были приняты. Итак, проект закона об изменениях в республиканский бюджет подготовило правительство республики, исходя из текущей финансовой ситуации. Какая это финансовая ситуация? Она положительная, и за счет вот этой положительной динамики поступлений за истекший период 2024 года дает нам основание прогнозировать увеличение налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет. Доходная часть регионального бюджета увеличится на 6 миллиардов 900 миллионов. Поэтому мы приняли решение нарастить и расходную часть бюджета на эту же сумму, 6 миллиардов 900 миллионов. Это расходы крайне важные, практически неотложные, и сейчас я расскажу вам, какие это неотложные статьи расходов. 2 миллиарда 800 миллионов рублей – это представление межбюджетных трансфертов местным бюджетом в целях повышения оплаты труда отдельных категорий работников в связи с ростом прогнозного значения среднего дохода от трудовой деятельности в Республике Коми и увеличением РОД с 1 января 2024 года. По-русски это увеличение заработной платы у бюджетников. Это учителя, это медицинский персонал, это социальные работники. 1 миллиард 100 миллионов рублей – это социальная поддержка и неотложные вопросы, в первую очередь связанные с финансированием задач по СВО. Это и контракты, это и выплаты по ранениям, и те задачи, которые мы прописали в постановлении по помощи и поддержке семей участников СВО. 872 миллиона 400 тысяч рублей будут направлены на льготное лекарственное обеспечение жителей республики. Тема крайне важная, постоянно на контроле у меня и у правительства. Сегодня у нас нет задолженности по рецептам, по льготным, и, соответственно, мы очень четко считаем, сколько денег нам необходимо до конца года, чтобы не было ни в коем случае сбоя по льготным лекарственным обеспечению льготными лекарственными препаратами. 787 миллионов 900 тысяч рублей дополнительные расходы на меры социальной поддержки населения, в том числе на оплату коммунальных услуг, пособия беременным, кормящим женщинам, пособия на детей для многодетных семей.